Дуслар, исәнмесез, это Айда подкаст, меня зовут Айнур, и я по-прежнему учу татарский, мин татарча үйренем. Дуслар, сәлам, мин Римма, һәм мин татарча өйрәтәм. Ну что ж, а как вы поняли, у нас новый сезон, новый выпуск, ну, можно сказать, что новый сезон. И у нас новый преподаватель Римма, давайте ее поприветствуем, ну, как можете, я не знаю, где вы находитесь, можете поприветствовать аплодисментами, просто улыбнуться, сказать «Салям, исяньма Римма». Римма, давай сразу начнем, наверное, перейдем к делу и расскажи, что сегодня мы будем изучать. Сегодня мы будем страдать татарча. Подожди, а татары вообще страдают? Это вот про татар страдать? Альбетте, конечно, потому что это у нас такие любимые состояния. Ман, сагыш, машакат. Так, подожди, ты уже сказал 3 слова, давай начнем разбирать. Я предлагаю, что мон? Что такое мон? Вот все вот говорят, что мон нельзя перевести на русский, это правда? По большому счету, конечно, правда, потому что ман включает в себя очень такое состояние. Это лирика, это поэзия, это грусть, это мелодичность. Это у нас не только в песнях, это у нас и как состояние души, потому что грустного человека называют мансу. Сень буганник мансу. Масалян, почему ты сегодня такой грустный? Я раньше, когда слышал монсу в песнях, мне почему-то это напоминало какое-то иностранное слово, типа французский, типа монсу, типа. И мне оно таким прикольным казалось. Окей, ты сказала монсу. Второе слово согыш. Похоже на сугыш, война. Ну, там, где сугыш, там, конечно, будет сагыш, потому что война — это обычно потери, война — это обычно кайгы, горе. То есть можно сказать, что нет сугыш, нет сагыш. Не было бы войны, не было бы и сагыш тоже. То есть согыш — это горе, получается? Или просто грусть? Какой оттенок? То есть насколько вот, если мы возьмем там от 0 до 10, согыш — это насколько сильное вот ощущение страдания? Это тоска. Тоска. Мы тоскуем. Угу. Еще говорят сары сагыш. То есть неизлечимая болезненная тоска. По-русски это будет, наверное, тоска зеленая, тоска черная. А по-татарски желтая. Сора согыш. У нас все, что связано вот с состоянием вот скучать, болеть, у нас все обычно желтое. У нас даже цветы желтые, ты же знаешь, вот эта вот песня там про сора щекляр, это про измену, про расставание. Слушай, это же вообще интересная какая-то тема была бы тоже для подкаста, типа там цветовой код татар. Что вообще, что значит? Я про желтый цвет, кстати, не знал. Интересно. Сора. Ну ладно. Согыш, мон, и третье слово ты сказала? Мешакат. 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 Это заботы, хлопоты, когда-то они приятные, когда-то неприятные. То есть все заботы, связанные, например, с переездом, с оформлением документов, с оформлением ребенка в детский сад или в школу, это у нас мешакат. Когда мы просим кого-то сильно не заморачиваться, не хлопотать за нас, мы говорим мешакатлянме. Да, это вот я слышал, да, типа мешакатлянме, типа не беспокойся, что-то типа того. Например, когда мы просим, чтобы ради нас там что-то не стали готовить специально, мы говорим мешакатлянмагас. То есть мы по-простому. Не надо для нас там белиш, например, сегодня готовить. Окей, еще раз смотри. Монсу, грустить, согыш, тосковать, мешакет, это, ну... Заботы, хлопоты. Да, заботы, хлопоты. Ага. Страдать тогда как? Страдать газапланырга. Газап — это страдание. Газапланырга. Это будто бы какое-то арабское слово. Газап. Не будто по-татарски сказали бы газап, нет? Или у меня такое ощущение просто, если есть буква Г, З... Если есть буква Г, это у нас арабское слово. Гаряб. Есть такой хороший стереотип, чтобы вычислить арабские или персидские слова. Татары говорят и газап, татары говорят и азап, то есть пропускают Г. Это у нас про уже настоящие страдания, про муки, про мучения. То есть если мы рассказываем, что кого-то, например, пытают, мучают, мы говорим «газаплылар». А если сам человек страдает или страдает по-настоящему, или у него состояние такое, что ему вот прям надо пострадать, без газапланадепис. Газапланырга была. Можно страдать, конечно, и от любви,
и от каких-то мук, от каких-то лишений. Поэтому у нас в лирике это тоже часто упоминается. Окей, про газопландеру понял, хорошо. Что еще есть? Есть какое-то прям жесткое слово, вот прям самое грустное у татар, самое страдальческое, вот чувство какое-то? Конечно, мы уже упоминали слово сегодня горе. Койгы. Угу. Койгыру. Койгырма дейбіз. Это когда кого-то просим не беспокоиться. И тут оно звучит как-то очень легко, то есть беспокоиться, койгырырга. Но само слово койгы, оно как раз вот по нашему рейтингу страданий, наверное, на самом высоком уровне. И вот как раз возвращаемся к цветам. Если у нас сагыш обычно сары, то есть желтая тоска, то горе у нас койгы, кора дейбіз. То есть говорим кора койгы. То есть это очень большая потеря, очень большое горе. Вот ты упоминал про войну. Война как раз вот со своими смертями, со своими потерями приносит вот людям вот это состояние кора койгы. Интересно, то есть если вот ссора это что-то, нетривиальное, то кора это все-таки черный, да, это общий какой-то цвет негатива у многих народов, и вот татары здесь тоже разделяют этот цвет как что-то такое, типа плохое. Кора койгы. Это не обязательно черный. Это про что-то темное. Мрачное. Да, мрачное, непроглядное. То есть горе, черное горе, наверное, по-русски тоже можно так сказать. От чего человек, наверное, себя чувствует тоже вот именно в темноте, именно чувствует, что мир вокруг темнеет, и что он там потерян. Вот это состояние как раз и кора койгы, то есть сильное горе. Интересно, Рима, очень интересно. Хорошо, у нас что-то еще осталось? У нас еще есть более нейтральное такое слово. Уже можно использовать в позитивном ключе. Слово «интегу», «интегарге», то есть «мучиться». Чем-то похоже на слово «машакаттанрге», но «интегарге» можно и, конечно, по-настоящему, то есть это про, может быть, физические какие-то страдания, например, «аурудан интеге», «аллергиядан интеге», страдает от аллергии. Или можем человеку тоже вот сказать «забей, не беспокойся, интекме», то есть не страдай ерундой. Например, вот мы не говорим про самые наши любимые слова там «мыл», «сагыш», «газап». Даже со словом «интекме» есть песня, поет Артур Исламов. Опять, наверное, про то, что не надо страдать ерундой. Споешь песню? Какой Конечно, там не контекст? спою, потому что я не Артур Исламов. Как повезло, что я Артур Исламов, и тут я снимаю маску, и ты такая, а я Эльза Заири. Окей, я вот подумал, а согыш это от слова соганырга, наверное, это однокоренное, да, скучать? Минтины шунды, согандым. Спел. Я думаю, когда-то слова реально были однокоренные, происходили от одного слова. Это тоже состояние лирическое, когда мы грустим, когда мы скучаем по кому-то. Сейчас это, например, очень актуально для тех, кто уехал из родных краев, кто эмигрировал, кто релоцировался. Для татар сагыну — это обычно связано с родной деревней, с родным домом, с родителями. Минсина шунды сагындым — это про то, как герой скучает по своему любимому или любимой, в зависимости от того, кто поет. Но это красивое состояние. То есть, если у человека есть душа, он обязательно по кому-то скучает, почему-то скучает. Айнур, например, вот син нәрсәне сагынасың? Мин Казанны сагынам. Правильно? Дөрес. Мин Москваны сагынам. Все мы должны по кому-то почему-то скучать. Вот еще раз в тему песен. А еще есть песня Уфтанма. Но там же тоже говорят, типа, не грусти, будто бы, да? Не страдай. Можно это Уфтанрга так перевести? Уфтанма. У меня на самом деле слово «уфтанма» — это какое-то триггерное слово, когда ты вздыхаешь от того, что тебе тяжело, что тебя загрузили работой, поручениями или чем-то еще, и ты уже просто вот вздыхаешь, и тебе кто-то из взрослых говорит «уфтанма», то есть не жалуйся, не вздыхай. То есть может быть такой диалог? Я говорю «уф, Казанны сагындым», и ты говоришь «Айнур, уфтанма». Да, не вздыхай, не страдай, иди займись, запиши подкаст. А в песне по смыслу могло бы заменить какое-то слово вот из тех, которые у нас были, например, там «интекме»,
Могло быть? Да, можешь перепеть слово «интекме», потому что там герой поет своему собеседнику «Не вздыхай, когда ты смотришь в зеркало и видишь у себя седые волосы, не думай, что у тебя там жизнь проходит, все у нас впереди». То есть можно сказать «интекме». Окей, супер. Рима, предлагаю в конце еще раз повторить все слова, которые мы сегодня изучили. Сегодня мы изучили «м». Это наше непереводимое, которое включает лирику, мелодию, напевы, грусть, поэтическое состояние. Мы изучали слово «сагыш», то есть тоска. Изучали слово «машакат», заботы, хлопоты. Изучали слово «койгы», горе. Изучали слово «согыну», скучать. Слово «интекме», то есть «не страдай». Еще упоминали слово «газап», страдание. И упоминали про то, что Айнур скучает по Казани. Да, а Рима по Москве. Әйдә, Айнур, бүгенгә тәмамлыйк. Тагын да күбрәк материалларны Әйдә онлайн сайтында һәм безнең социаль челтәрләрдә табырга була. Да, друзья, больше информации на нашем сайте Айда Онлайн, а также во всех наших социальных сетях. Подписывайтесь и в ежедневном легком формате учите татарский язык. С вами были ведущие подкаста Римма, Айнур, сау булыгыз, интекмәгез, уфтанмагыз, кайгырмагыз, уңышлар сезгә. сәламәт булыгыз. Әйдә подкаст. Учим татарский.